Вас приветствует команда проекта «Темле Татлы» Татарстан из Елабужского детского дома. Сегодня мы приготовим для вас татарское национальное блюдо такмачлы аш. Это было очень давно, во времена моей прабабушки или того ранее, но уже тогда готовили этот легендарный татарский суп. Его рецепт передавали из поколения в поколение. Это блюдо пришло к нашим предкам из далекого Китая. Суп-лапша стал излюбленным блюдом татарского народа. Готовится ими и в будни, и в праздники, и обязательно подается во время приема гостей. В татарской семье приготовление этого супа считается большим искусством. Замешать необходимые ингредиенты, раскатать тонко тесто и нарезать девочек учат еще с раннего детства, а на второй день свадьбы этот обряд становится своего рода испытанием, когда невеста готовит суп собственно ручно нарезанной лапшой. При этом ее оценивают, насколько быстро и тонко она нарежет тесто. Сегодня мы с вами затеем суп-лапша, а по-татарски такмач, наваристый в прозрачном бульоне из курицы. В нем вкусно смешивается настоящая домашняя лапша. Ее вкус совсем не похож на магазинный, плотная, но в то же время очень мягкая. Лапша такмач по-татарски с курицей. Можно делать свежие открытия, не выходя из дома. Также перед вашими глазами рецепт ароматного бульона из рассыпчатой вермишели и свежей курятины. Он напитался дух татарской души и универсальность его предназначения. А сейчас вы на своих экранах можете наблюдать ингредиенты для приготовления этого блюда. Как приготовить лапша с курицей? Вымойте курицу под проточной водой. Возьмите кастрюлю, налейте в нее воду и положите мясо. Поставьте кастрюлю на плиту, варите бульон и по мере закипания собирайте пену. Посолите по вкусу, убавьте огонь на медленный. Очистите репчатый лук и морковь, помойте. Добавьте их в кастрюлю, варите в течение получаса, пока курица не будет готова. Возьмите глубокую миску, вбейте в нее яйцо, посолите по вкусу, добавьте потихоньку муку, замесите некрутое тесто. Раскатайте тесто в тоненький пласт. Сверните в трубочку и нарежьте его потоньше. Оставьте получившуюся лапшу подсохнуть, главное ее не пересушить, иначе при нарезке лапша будет ломаться, а если не досушить, будет слипаться. Достаньте готовое мясо и положите в кастрюлю лапшу. Добавьте специи и варите лапшу домашнюю на протяжении 3-5 минут. Помойте и измельчите зелень. Курицу порежьте на порционные куски. По готовности лапши опустите туда мясо и зелень. Лапша с курицей готова. Переходим к наваристому супу. Разложите тарелочки на столе, зачерпните половником содержимое и наполните им посуду. Оно должно быть не жидким и не слишком густым по содержанию лапши. Какая красота! Подавайте! Подавать блюдо принято не только с зеленью, но и с черным перцем, учитывая вкус. Это лакомство готовят в праздники, им угощают неожиданно приехавших гостей и едят в обычный обед. Приятного аппетита! Камыр бастык тизгіне, һәм жедік бір зур жейме. Башта кистік бір буйға, келіп шықтық күп тасма. Шу тасмаларны жиып, туратып нәзік етіп. Бик тырышып эшләгәч, келіп шықтық күп тықмаш. Ребята, как вы думаете, насколько важно хорошо уметь готовить? Нужны ли повара? Конечно, нужны, ведь профессия повара по-своему уникальна, хотя некоторые люди считают обратное. Думают, что нужно добавить необходимые ингредиенты, а печь сама доведет блюдо до кондиции. Да и кто в наше время не умеет готовить? Однако это не так, в этом деле главное чувство вкуса и фантазии.